Мне очень приятно, что год от года сообщество лучших учителей республики только возрастает. Я лично убежден в том, что в нашей республике ярких, талантливых учителей большинство. И подтверждением этого служит то количество побед наших школьников, которые мы имеем на всероссийских разных конкурсах и олимпиадах. И вот я хочу пожелать сегодня нашим участникам, победителям, чтобы они, так сказать, взяли на себя смелость и покорили уже вершины всероссийского конкурса «Учитель года 2015». Ну и, пользуясь случаем, хочу пожелать всем педагогам республики добра, счастья, благополучия, признательности и любви ваших учеников. Огромное спасибо за ваш труд. Диплом второй степени и премия правительства Республики Коми в размере 40 тысяч рублей присуждается учителю иностранных языков средней общеобразовательной школы села Киркирос Екатерине Сергеевне Колобовой. Киркиросский район. И премия правительства Республики Коми в размере 50 тысяч рублей и лента абсолютного победителя республиканского конкурса «Учитель года 2015» присуждается учителю химии и экологии Благовольской средней общеобразовательной школы Татьяне Григорьевне Георгиевой, Умерский район. Я благодарна, хочу выразить огромную благодарность и правительству Республики, и Министерству образования, и всем организаторам данного конкурса за возможность показать свои возможности, свои наработки, донести это до своих коллег. Я выражаю огромную благодарность жюри за то, что вы оценили наши работы. И, как я говорила в начале, это не только моя личная победа, это победа всех моих коллег, мы все здесь победители. Спасибо. Спасибо вам, Татьяна Григорьевна. Благодарим вас, Вячеслав Михайлович. Просим. Еще раз поздравляю победителей и нас, всех гостей, потому что это наша общая республиканская победа. Спасибо. Когда мы с вами в день Великой Пасхи, в день космонавтики открывали наш конкурс, то прежде всего я вам пожелал не победы даже, а скорее всего получения определенного опыта и заряда, который на самом деле очень важен, когда общаешься с коллегами. Тем более, что вы посмотрели, возможно, и своих коллег, и себя со стороны, потому что вы, наверное, привыкли к своим детям, а когда приходилось все-таки общаться с ребятами другими, неподготовленными, которые вас не знали, то это совершенно другое. Я хотел бы пожелать вам, прежде всего, удовлетворения от своей работы, от своей профессии. Это очень важно, потому что наша профессия одна из самых важных и значимых на Земле. Педагоги сопровождают ребенка, подростка, юношу, взрослого человека всю его жизнь. Даже, так скажем, человек, уже ставший взрослым, все равно нуждается в педагогах. Я хочу сказать, что на самом деле сейчас педагог очень значим в наше такое достаточно суровое время. Почему? Не суровое не в том плане, там, кризисы, не кризисы, а в том, что на самом деле сейчас родители все-таки больше времени уделяют работе, нежели чем детям. И именно мы, педагоги, вы становитесь вторыми родителями. Это очень важно, потому что именно к вам тянутся дети. Я хочу пожелать всем дальнейших успехов. На самом деле сейчас пройдет вот эта вот эйфория от конкурса, этот мандраж, который вас, скажем так, сопутствовал вам все эти конкурсные дни. Я очень надеюсь на то, что на самом деле наш победитель покажет себя достойно на всероссийском конкурсе. С своей стороны мы обещаем поддержку всех, подготовки вас к конкурсу и надеемся, что все-таки
надежда должна быть. Хрустальный пеликан должен все-таки когда-нибудь прилететь к нам в Республику Коми. Но это не самоцель. Я еще раз желаю вам всем здоровья и желаю благодарных учеников и не менее благодарных родителей. Это очень важно. Всегда, конечно, приятно всем, кто в зале. Вот тут некоторых участников приветствовали очень громко, очень хорошо, болельщиков хватало. Ну, наверное, это те, кто поближе. Но есть учителя, которые подальше, у них меньше болельщиков. Ну и всегда хотелось мне поддержать тоже своих. В каком плане, откуда я сам, какую школу заканчивал и так далее. Это Удра. И было страшно неожиданным для меня и очень приятным известием, что победитель в этом году из Удры. Букет у меня есть. Но пришлось быстро, в течение 5 минут немножко сообразить. Поэтому букет где у меня там в зале? Поздравляем всех участников и победителей, и тех, кто не стали призерами в этом году. Но впереди еще немало конкурсов. Конкурс, конечно, это очень волнительное мероприятие, требует большой мобилизации сил, концентрации внимания. Где-то было, возможно, тяжело немножко, где-то было чуть, может быть, полегче, но было очень интересно, не сомнение. Было интересно смотреть на работу своих коллег, для себя приобретать что-то новое, открывать, знакомиться с новыми людьми. Прежде всего, огромное количество друзей появилось. Вот. И очень шикарное впечатление от участия в конкурсе. Победа стала для вас неожиданностью? Да, вы знаете, победа не являлась моей самоцелью. Я хотела поучаствовать, я хотела попробовать свои силы. Но я рада, что меня оценили выше немножко, чем остальных. Но я все-таки считаю, что побеждают все учителя просто за то, что они работают. Потому что они работают, потому что у них все получается. Вчера у вас был очень замечательный мастер-класс. А что вы подчеркнули из презентации занятий своих коллег? Что-то новое узнали? Да, очень много интересных вещей я заметила, и приемов работы, методов работы, каких-то изюминок. И очень много что взяла для себя и поделюсь своими впечатлениями со своими коллегами в своей школе, чтобы они тоже взяли это на заметку, на вооружение. А чем удивите коллег на российском конкурсе? Вы знаете, пока загадывать не буду, пока я нахожусь в неком состоянии эйфории, поэтому мысли рассыпаны. Но надеюсь, что у меня есть в моем багаже, что показать, чем поделиться с коллегами на всероссийском уровне.